Стена толщиной почти 2 метра. Кроме того, свинцовая подушка. Нешуточная преграда защищает персонал онкодиспансера и жителей домов, расположенных неподалеку от радиоактивного излучения. В специальном подвальном помещении на глубине 6 метров размещают новейшие установки для лучевой терапии. Медицинский объект сам собой это неординарный объект, потому что эти аппараты сами собой это радиация, это лучи, это очень опасно для здоровья людей. Любая перепланировка это максимальное количество работ. До декабря строительные работы и установка оборудования в 2 новых отделениях онкодиспансера должны завершиться. Дорогостоящие установки для лучевой терапии не имеют аналогов на юге России. В нашей стране аппаратов «Анкор» и «Электа» всего 5. Высокотехнологичные услуги онкобольным пациентам теперь сможет предоставлять и наш регион. Если сравнивать со всем югом России, можем оказать помощь на самом высоком уровне. Это позволит нам учитывать всех тех пациентов, получить полноценную картину заболеваемости в нашей республике. И с другой стороны, нами же ведется работа по налаживанию системы учета этих пациентов, так называемая работа по созданию регистра. Зная истинную величину проблемы, мы могли бы, учитывая ту поддержку, которую нам оказывает глава республики, планировать, чтобы было достаточно средств, возможностей для того, чтобы удовлетворить все нужды пациентов, жителей нашей республики. Принципиальное отличие нового оборудования в том, что они воздействуют непосредственно на саму опухоль, не затрагивая здоровые ткани, в то время как старые советские установки охватывали не только пораженную часть, но и здоровые органы. Работа на этом оборудовании требует глубоких знаний и серьезной подготовки. Уже приглашены высококвалифицированные специалисты из Москвы, а наши врачи проходят обучение за пределами региона. Чтобы работать здесь на оборудовании, которое мы закупили, нам нужно было пройти обучение именно вот в Герцена или же в других московских онкологических клиниках. Это существенно увеличит качество лечения, безопасность самого больного, медперсонала и окружающего населения. На учете в онкодиспансере сейчас состоит более 14 тысяч человек. Как отмечает главврач учреждения Ильхан Сулейманов, незарегистрированных возможно столько же. Многие уезжают лечиться за пределы Чечни. Чтобы как можно быстрее приступить к решению возникшей проблемы, глава региона Рамзан Кадыров поручил ускорить процесс ввода в эксплуатацию новых отделений. Можно выявить за год или за 2 года до проявления болезни. А мы когда обращаемся, когда нам очень плохо. Поэтому, если у нас будут созданы все условия для этого, то мы можем приостановить это все. И мы можем спасти тех людей, которые сегодня умирают. И я уверен, что мы можем помочь нашему народу, не только нашему, и соседним регионам тоже. Если мы в полном объеме запустим онкодиспансер и создадим все условия. А для этого нам не нужны большие затраты. Мы основные затраты сделали, и все оборудования, которые мы закупили, мы потихоньку Ильхам запускает их. Поэтому у нас приоритетное направление Министерства здравоохранения и первого вице-премьера – это эта больница. Кроме лучевых установок, здесь разместят рентген, антиограф для внутрисосудистых манипуляций, планировочную компьютерную томографию. Она помогает при обнаружении опухоли. И уже в декабре радиологическое отделение и хирургический корпус примут своих первых пациентов. Елизавета Чепханова, Мурат Альбукаев, Денис Хавхаров. Новости.